Может, я проиграю бой, но не сдамся. Может, я стану нищим, но не продамся. Может, я потеряю руки, но не честь. Я всегда выберу прощение, а не месть. Благородство украшает верующего, а не лесть. Видя столько голодных, как ты можешь есть? Нам в пророке нашем прекрасный пример есть. Праведники только с гостем могли за ужин сесть. Они последним имуществом с сиротами делились, а теперь растет поколение, которые по жизни заблудились. Цели нет, нет и знаний, ислама и сунны. Они рабы страстей и всей этой дуни. Проснись, брат, поставь великую цель и иди. Конечно, будет трудно, но ты силы найди. Цель наша — довольство Всевышнего и только рай. На пути Аллаха работай, бедным и больным помогай. Ты можешь устать, но слышишь, никогда не ной. Раны заживут, украшая мужчину порой. Ты помни, Всевышний всегда помогает, Он с тобой. Кто сквозь все трудности до конца прошел, лишь тот герой. Мне кажется, быть шариатским судьей – это вообще сложный путь, потому что вообще все профессии – это вопрос совести, да, моральных ценностей. Но шариатский судья – это очень ответственная должность. Тебя отговаривали близкие? Нет, я изначально я выбрал путь, что я буду изучать не экономику, а буду изучать ислам и шариат. И отец мне говорил, что ты не сможешь, это очень сложно. И особенно, когда мы заходили в медресе было строгого режима, как бы не выпускали на улицу, даже на выходной домой не выпускали. Я, будучи, живя за мечетью, и медресе было перед мечетью, я мог месяц, два, три не видеть близких, и очень закрытым режимом было все. Но очень строго и дисциплинированно, и чисто плотно, и очень насыщенная программа была, что какие-то периоды мне на самом деле отдыхать времени не бывало. Ну, суть, это была трудная учеба, я ее выбрал сам. И так как я выбрал сам, я не думал, что там мне тяжело, или вообще даже в мыслях не допускал, что я как бы попитую назад, как бы передумаю или оставлю. С нами, которые учились, из студентов, которые с нами были, 1/3 уже сломались. Потому что было трудно реально. Была нагрузка, моральная нагрузка учебы. Целый день ты должен был учиться. Плюс строгий режим, плюс наказание тех, кто не успевает или хулиганит. Там надо было уборки делать, кухни, коридоры, туалеты там. Или палки били. Я, конечно, тоже урок не сдал, ни разу не получил, мне это было стыдно. Как я 16 лет себя считал очень взрослым человеком, и чтобы не знал урок, это было для меня постыдно. И, в общем, первые 2 года была огромная нагрузка. То есть за год я уже на первый же год начал уже преподавать. Я уже быстро освоил программу и начал преподавать тем, кто уже за мной идут. И мы через год начали строить другой медресе, и мы работали на стройке. С утра намаза мы до утра намаза оставались за час, читали джуз Корана, 20 страниц Корана. Потом мы брали уроки, потом мы шли на стройку, и работали зимой, летом, до каникул работали. И за год построили медресе. Вот это 2 года мои решающие в моей жизни были. Они закалили меня как мужчину, как человека, который мы зимой лед ломали, работали в очень тяжелых условиях. И в то же время успевали брать свои уроки и преподавать другим тоже. И у нас 24 часа было запрограммировано. Когда мы встаем, когда читаем, когда работаем, когда преподаем. После этого мне это помогает по сей день.
Потом я поступил сразу в третий курс института в Сирии, университет закончил. И вот когда выбор аспирантуры на судью, я выбрал на шариатский судью, потому что много спорных вопросов, которые между мусульманами надо решать, как третейский суд. Не обязательно уголовный суд обращаться. Многие вопросы семейного характера, гражданские дела, между бизнесменами там разборки. Это можно третейским судом по шариату решать. Так Аллах и говорит. Аллах в Коране говорит, если вы будете препираться спорить в чем-то, фаруддуху иля Аллахи ва Расуль, возвращайте это Коран и Сунне, то есть решайте по шариату. И это огромная милость, что ты можешь вопрос свой решить по шариату, а не обращаться в суды, которые там за взятки все это делается. Ответственность огромная, как быть шариатским судьей, огромная ответственность, потому что ты на этом решении снизу подписываешь именем Аллаха. Не для Аллаха ты неправильно будешь судить, не по знаниям будешь судить. Посланник Аллаха, мир ему Аллаха говорит, из троих судей двое будут гореть в аду, один только попадет в рай. Почему люди тогда идут на столь рискованную профессию? Не так много шли. Не сказал бы, что во всем Кавказе, который отучился на шариатскую судью, я знаю только еще одного другого человека. Я и он, 2 человека знаю на всем Кавказе и в России. Какие у вас взаимоотношения с ним? Отличные. Я когда еду в Медину, мы с ним встречаемся, общаемся. Он до докторского сейчас защищается. Я знаю, что параллельно ты строил свою семейную жизнь. Я знаю, что у тебя несколько жен. Они были не всегда в самом легком положении. У некоторых были дети, не сложившаяся семейная жизнь. И не каждый мужчина готов был взять ответственность за них и за их детей. И это в том возрасте, когда мужчина в самом расцвете сил. 25 лет я взял вторую жену. Она была подругой первой жены, они вместе учились. У меня была возможность взять арабку с богатой семьи, которая у нее есть и магазин, и квартира. И в этот момент, когда я сватался к арабке, вернее, ее брат мне ее сватал, возник вопрос о том, что и первая тоже начала говорить, возьми мою подругу, она нуждается в поддержке, она с Москвы, у нее нету родителей, отца нету, мусульман никого поддержки нету, у нее есть дочка и есть сестра, которые должны 9 и 11 лет было. Она была старше меня на 5 лет, и я той арабке сказал, подожди, я вижу, что эта сестра нуждается во мне больше, чем ты. У тебя есть 9 братьев, у тебя есть муж, есть все, и ты во мне особо не нуждаешься. Она очень сильно любила меня, но это любовью, а я чувствую ответственность, потому что я вижу, у человека нет поддержки, что я обязан ей поддержать. И с того момента я в 2005 году ее взял, сегодня 14 лет скоро будет, как я на ней женился, у меня уже 5 детей от нее. Вот так это пошло, то есть, чтобы я искал молодых, красивых девушек, там, их уговаривал, такого вообще в жизни у меня даже не представляется. Я не знаю, корректно это будет или нет, но я выдам, это, конечно, лично, ты бы никогда об этом не сказал, но я, чтобы зрители тебя чуть лучше узнали. Она развелась с человеком, который финансово был очень, скажем так, обеспеченным человеком, но при этом в этой семье она, грубо выражаясь, можно сказать, не доедала. И она рассказывала, вот видишь, у меня, как ты говорил, есть, конечно, я не мужчина, и мы не могли с тобой, ты говоришь, я ограничен в передвижениях с тобой, ты и сама физически тоже не выдержишь, и это правда. Но у меня есть тоже преимущество, как у женщины-журналиста, потому что я могу знать всякие секреты между женщинами. Да, мужчина бы не смог бы моими семьями поговорить и вытащить информацию. Ее супруг жалел как-то на нее тратиться и на ее дочку, и ее сестру. Он, не знаю, скупой был человек, но когда ты взял их себе, еще взял и ее маму, ты был в крайне сильной материальной нужде, но тебя это не остановило, и тогда у тебя не было поддержки ни от кого. У меня было тогда $100 в кармане. Я был в другой стране, у меня было 2 семьи, у меня было $100 в кармане. Я ей сказал, когда она сказала, ты возьми меня. Я ее предал, я хотел ее выдать за другого замуж, но она сказала, я этого человека не знаю, я тебе доверяю, ты меня возьми замуж. Я ей сказал, у меня есть в кармане $100. И когда они заканчиваются, я проявляю терпение. Я не паникую, я живу дальше, я учусь дальше, ничего не меняется. Ты будешь со мной проявлять терпение? Она сказала, да.
Тогда я говорю, вперед. Я на ней женился, я тогда продавал мед. Оптом мы покупали у паломников, продавал мед. Потом летом я работал в офисе недвижимости, как-то вот выживал. Из дома иногда чуть-чуть поддержка тоже, конечно, была. Продукты отправлялись паломникам, мне сушеное мясо, там, аджику. Там. Когда я вылетал на билеты, там на первое время на $100, $200 тоже бывало. Ну, потом, когда я на ней женился, мы начали уже исламский товар отправлять в Москву, исламские магазины оптом. Мы искали фабрики, где шьют без посредников, отправляли. И у нас какой-то бизнес начал идти. И этот бизнес я остановил, и сегодняшний день заново я запустил магазин, также исламской одежды, мужской, и также книги исламские, медицина. И сегодняшний день это тоже мне огромную, альхамдулилля, прибыль дает. И мне... Но она сказала, что до замужества, вообще до замужества она работала в Сирии, тогда это баракатная очень земля, там благословенная. Но, то есть, ну, студенты, всегда студентам во всем мире как-то не хватает денег, и кто-то, не называя своего имени, тайно там по $100 ей перечислял, пока она не узнала имя, потому что тогда этот человек сказал, я хотел это делать ради Всевышнего, но раз ты узнала мое имя, я уже не буду. И тут у меня назревает, и она говорит, ну деньги приходили откуда-то с другого места. Это часто распространено среди мусульман, помогать друг другу, да еще и как-то не афишируя. Очень распространено, и живя лет 10 живя жизнью студента в Сирии, я много чего видел, очень много разных ситуаций, когда Всевышний Аллах помогал в самый нужный момент, когда у меня деньги заканчивались, полностью нечего было кушать. Какой-то ниоткуда не возьмется, мне звонил клиент, и он говорил, мне нужен мед. И были клиенты, которые только у меня мед покупают. То есть они не доверяют никому, только у меня, ни местным, ни другим. Мой номер брал, в течение года, когда заканчивался, только у меня брал. И, или кто-то на самом деле звал, у меня была ситуация, я выходил из дома, у меня было в кармане ровно 3 рубля. Сирийским это 5 лир, которые стоит маршрутка в одну сторону. Как только из дома вышел, мне пришел в голову мысль, что куда ты едешь? Ты же обратно ехать, у тебя даже денег нет. Я хотел посетить одного студента. Но я себя поймал сразу на мысли, что если я знаю, что у меня в кармане 5 лир, а что Всевышний не знает, знает, значит я уповаю на Аллаха и выхожу. И когда я поехал, погостил, чай попил, меня позвали в мечеть, которая полкилометра от этого места была. Меня вот поименно тебя зовут, мне сказали. Я пошел туда, и мне дали 6000 лир. То есть ровно 11-12 раз больше, чем у меня было. То есть 6000 лир мне хватило бы на то время на 4 месяца за аренду платить. То есть 1500 лир я платил, с другим братом скидывались, 2 семьи в одном доме жили. И это мне огромная помощь была тогда. То есть я чуть-чуть на Аллаха уповал, и я понял, что Аллах знает мое положение, Он мне ее решит. В этот день я пришел 6000 лир обратно, и не знаю, кто мне ее дал. Это дали в этом мечети впервые, и после никогда больше в этом мечети мне не давали. То есть такие ситуации много бывало. И потом, когда молодые студенты приезжают учиться, я им говорил, 2 вещи тебе нужно знать. Быть маленькое терпение и маленькое упование на Аллаха, и ты увидишь много чудес. Не торопитесь. И Всевышний Аллах показывал. Еще один момент. У меня, будучи уже студентом, когда уже учился в аспирантуре, образовалось 4 жены. То есть первая потянула вторую потянула третью, и как-то вот так получилось, у меня 4 жены было. Они все какими-то разными своими судьбами, историями, разведенные почти все они были. И многие думают, мусульмане, чтобы жениться на второй жене, нужно много денег. Или Абу Умар 4 жены, значит, он богатый. Значит, или там что-то там происходит. Нет, я, будучи студентом, взял 4 жены. У меня в тот момент, когда было 4 жены, стабильно $100 доход не было. И я ни один день не голодал, ни один день не было такого, чтобы мы на улице остались. Были трудности, были. Когда я был холостым, до женитьбы 20 лет, когда я там учился, у меня не было денег купить книги, которые мне по программе нужно купить. И когда я учился в медресе, тоже такая ситуация была, что у меня отец был богатый, но так как я сам это выбрал путь, отец не соглашался. Первое время мне на книги даже не было. Да? На питание, сколько там, 200 рублей нужно было, на питание 200 рублей мне не было. Хотя я считался с богатой семьей. Потому что этот путь я выбрал сам, и считал, что я сам должен добиться и сам должен. Ну, все равно они когда поддерживали, был благодарен, не поддерживали, я не считал, что они мне обязаны.
это очень тоже сильно помогло. То есть я уже студентом стал самостоятельным. Я сам бизнесом занимался, сам свой... Я помню, отец меня осуждал, когда я Таруджину взял. Отец отцу сказал, я тебя уважаю, люблю, отец, ну, в мою личную жизнь не вмешивайся. Я сам за своих жен отвечаю, я к тебе же не жалуюсь, я к тебе же не обращаюсь, нет. Я сам решу за своих жен, за себя, за своих детей. И после этого, хоть сколько я жен взял, он никогда не вмешивался и поддерживал. Альхамдулилля, джазаху хайран. Пусть Аллах его хранит. Я не говорю о матери, матери всегда поддерживает. В общем, многоженство – это не причина богатства. Богатый человек, который безответственный или не с лидерскими качествами, не знающий шариат, несправедливый по природе, он не справится. Деньги не решают. Ты не можешь людей справедливо подкупить. Если жена видит, что ты справедлив, видит, что все в семье нормально, гармонично, вопрос не денег. Купить там килограмм картошки, здесь купить там помидоры, это не такая сложная задача. И снять 2 квартиры. Вопрос не в этом. Все финансово превращают. Нет. Человек, если уповает на Аллаха, живет по сунне, справедлив, и он лидер в семье, некоторым мужчинам одна жена много. Он не справляется ни физически, не удовлетворит ее, ни морально, ни материально жадничает или не хочет работать на диване, сидеть на шее родителей. Вот этому человеку даже одна жена много. Есть, которые могут за 2 отвечать, пусть отвечают, потому что очень много вдов осталось, очень много разведенных. Но они женятся на молоденьких, поразвлекаются, и там вообще рушится полностью семья. Просто с каждой семейной, я же семейный консультант и очень много разбирался, и по сей день разбираю по воскресеньям семейные вопросы. Каждая семья уникальна, и каждая ситуация семьи разная ситуация. Там много всегда бывает факторов. И ты послушаешь жену, и ты подумаешь, какой негодяй этот муж. А послушаешь мужа, а потом ты начинаешь реально понимать. И там всегда бывают причинно-следственные связи. Кто-то не так посмотрел, кто-то слово не то сказал. Это добавил интонацию, это начал кричать. Это начало кричать, он начал рукопокладство делать. И вот так она взаимосвязана бывает. Только не бывает одна сторона виновата, всегда бывает 2 стороны виноваты. Кто-то больше, кто-то меньше. Но если ты послушаешь женщин, то мужчина будет виноват. Если я послушаю мужчину, ты скажешь, как ты ее терпел. И вот всегда так бывает. Но моя задача найти этот компромисс, найти эту точку раздора и разобраться в этом и постараться сохранить семью. Суть, это широкая тема многоженства, она будет, проблемы будут. Без многоженства в разводу валом. 50% браков сейчас разваливается. И есть тому причины, разные причины. В том числе, что новое поколение 90-х и нулевых, они не воспитаны не по старой программе, как наши родители были воспитаны, что держаться за семью, семейные ценности. У них это телевизор, и сериалы, и фильмы, это развалило это все. И у них нет ни исламской программы базовых знаний и воспитания тоже нет, потому что те родители, которые воспитывались в коммунизме, не могут им дать эти ценности. В результате они потеряли и то, прежние родители, традиционные какие-то культурные ценности, и не приобрели исламские. И они оказались между глобализацией и телевидением, она очень сильную роль играет. Вроде она в хиджабе, сестра, но она внутри пустая. Она еще ничего не научилась. Брат с бородой, но он у него в джахилии сколько хочешь невежественного качества или характера, или воспитания нет. Грубый, черствый слишком. Поэтому нужно поколение, чтобы прошло, чтобы, например, я уже в исламе, я уже своих сыновей учу с детства Корану, воспитываю ценности ислама. Может, это поколение будет лучше. И тогда уже семьи не так сильно будут распадаться. Вопрос многоженства – это один из углов этой проблемы. Проблема несправедливости, притеснения, жестокости, избиения жен. Мужчины не хотят работать, женщины не хотят работать. Женщины по хозяйству, культуру не хотят делать. Сидят лентяйки в телефоне, инстаграмах сидят. Эта проблема есть, она будет, и пока уже новое поколение не вырастет, и это поколение будет иметь исламские ценности. А все делается в нашем режиме, системе, чтобы им не прививали исламские ценности. Потому что для этого закрывается тот медресе, который я открыл, чтобы воспитывать детей. Любая исламская школа, что-то исламское, руки по рукам дают, закрывают, помехи создают. В мире идет страшная война испокон веков добра со злом. То есть дело даже не в 5-й колонне, но реально одни люди посвящают себя Богу, Всевышнему, а другие люди мирским ценностям. К сожалению, мирские ценности, они не ограничиваются там какими-то
мелкими проступками, они ведут реально к глобальным катастрофическим действиям. Если бы они только делали бы мирскими делами и занимались, и больше от них не было вреда, то мы бы как бы в скобках их к ним претензий не имели, хотя они этим примером и других тоже за собой протягивают за мирским. Но таковое действие злобных, если нет, то мы ничего не сказали. Хотя это мирское тяга к мирскому делает тому, что они уничтожают леса, побольше еще богатства, им не хватает. Они гектарами, тысячами гектаров уничтожают леса, животные, мир погибает, кислород уходит. То есть какой-то век потребителя, и они ненасытные. Вот мне хватает $1 миллион, чтобы до самого конца жизни жить хорошо. Даже детям тоже оставлю там, дома, машины. Мне нужно миллиард. Чтобы получить миллиард, мне надо вырубить эти леса, здесь построить какие-то химические заводы, там, а он не остановится. И люди пока весь океан, и моря, и реки в пластику не превратят, пластиковые бутылки, и не погубят все леса, не успокоятся. Ненасытная какая-то жадность. Это, на самом деле человеку 100 квадратов дом вот так хватает. С его маленькой семьей. Может быть, любая средняя, хорошая, качественная машина хватает, но им надо самые дорогие, самые высокие. Ты построил дворец. По этому дворцу ты просто в месяц один раз по всей комнатам пройти даже у тебя времени не бывает. Зачем они? Такие люди жадные, богатые, у них много гостей, тоже не бывает с ночевками, чтобы в этих комнатах спать. А зачем это все? Это просто от шайтана. Всевышний Аллах говорит в Коране, что «Инна Аллаха ла юхиббуль мусрифин». Аллах не любит тех, кто расточительствует, много тратят. Бесполезно деньги тратят, за харамные тратят деньги. Добро, зло всегда была борьба между сатаной и ее приспешниками и теми, кто следует пророкам. Мы говорили, был те, кто следует Моисею, есть те, кто следует фараону. Фараон — это власть, которая судит не по законам Аллаха. Это они в разных странах по-разному бывают. И есть те, кто пророки, которые следуют пророкам и призывают людей к набожности, благочестию, я не знаю, благородству, к хорошим качествам. Ну, вы готовы? Да. Куда мы сейчас едем? В сиротский дом. В сиротский дом? Да. А вы взяли конфеты или что-нибудь? Естественно. Ты была уже там один раз? Да, в прошлом году. Она была успевалка очень много. Молодцы. Мама, Ты знаешь хоть куда едешь? мы едем конфеты раздавать. Конфеты раздавать. Куда мы едем? А кому конфеты раздавать? Взрослым или маленьким? Конечно, взрослым. А взрослым больше нужны конфеты, чем маленьким? Нет, маленьким надо больше. Нет, маленьким зачем? У них зубки испортятся. Нет. Да. Тогда, может, все-таки маленьким раздадим, а не взрослым? Да. Хорошо. Договорились. Нет, я против, я против. Только сперва с взрослым, потом то, что осталось. Скажи нет. Скажи нет. Скажи нельзя так. Почему маленьким много конфет, а большим ничего не дают? Это нечестно. Потому что Тесно. большие не Нечестно просят. это. Тесно. Я протестую. Сулейман, Отклоняет. когда тебе Я протестую, товарищи. когда конфеты дадут, сразу маленьким раздавай, не большим, хорошо? Попробуй раздать маленьким, я тебе покажу. И потом с тобой домой придем, будем бороться. Я тебе потом поборю. Понял? В прошлый раз выиграл Сулейман, я как Выиграл, у меня ты поцарапал меня. Ты нечестно играешь. Так нельзя бороться. Кто царапается вообще? Это Юсуф научил. Мам, можно тебя там оставить? Я вообще в шоке. Сейчас что ты расстроился, скажи? Я говорю, прочитал дело, которое открыли на Абдулмумина Гаджиева и на Тамбиева, как его зовут? Тагирис, как его? Какой-то брат Тамбиев в Москве. А то якобы Тамбиев перепостил с моей страницы сборы на свою страницу, и он якобы слышал, что Абдулмумин Гаджиева страница тоже перепостила. У Абдулмумина Гаджиева вообще контакта страницы не было. Мою страницу тоже вели братья, которые я не знаю. И на тот момент, в 2013 году, если он даже делал перепост, тогда не было ни ИГИЛ, он не существовал, он не был запрещен в России.
Тогда вообще я работал в России в 2013 году законно, собирал сборы тоже законно, у меня был фонд Ансар, претензий России ко мне как вообще не было. Претензии ко мне появились в 2014 только году, и только в 2014 году был дан розыск, и опять не по сборам, не по фонду, и не по тому, что я помогаю каким-то запрещенным организациям, а потому что 282 статье, что я сказал против тиранов, алавитов слова, что они уничтожают свой народ. Опять не связано с сбором, опять не связано. Потом, в последующем, они добавили, через год, по-моему, добавили другую статью, что я вербую людей. Опять не связано с деньгами, опять не связано с спонсированием. И как можно человеку в 2013 году, который сделал перепост, которого нет у него, сделал перепост страницы, которого у него не существует, дело на меня претензий тоже не существует, ИГИЛ тоже не существует, и человеку реально срок дают до 20 лет и сажают по этой причине. Это что-то бред, что за вообще страна, что происходит вообще. Неужели такие неадекватные люди, следователи, прокуроры, судьи, ничего не понятно. В 2013 году вообще не существовал ИГИЛ, никто о нем не знал. Я до 2014 года собирал деньги в Россию, приезжал домой, никаких проблем не было. Я уехал в Африку в 2013 году. В 2014 году только было на меня открыто дело, и то не по сборам, и то этих претензий ко мне России не было. Я вообще просто в шоке. И при чем тут Абдулмун Гаджиев? Сейчас ему 20 лет, наверное? Могут дать до 20 лет. Можно же легко убедиться ВКонтакте, посмотреть, где была ли такая страница в 2013 году, там же все записывается, архиве сохраняется, тем более контакт. Это ФСБ полностью контролирует, где любую страницу могут зайти и проверить. Как легко можно на любого человека все что Очень угодно легко, повесить. хотя можно проверить, легко это и удостовериться, было такое или нет. Покажите скриншоты, покажите с контактом такой перепост. Если даже был такой перепост, если я был законный, и никаких претензий в России не было, почему он не может сделать перепост? Тогда еще и закон Яровой не действовал, тогда и не было, чтобы за перепост что-то могли предъявить. Там вообще 4-5 противоречий только в одном обвинении. Они сами нарушают закон, получается. Юсуфа все спрашивают, а не помню. Вообще как... Почему Юсуф не поехал? Боюсь, не было, что у него Вот живот разлилась болит, а так он очень хотел. Где Юсуф? Они говорят, что Иса Юсуф. Да, Юсуф где? Он сам говорит, у него живот болит. Он не поехал с нами? А чего вы не взяли его? Живот болит, он не захотел. Юсуф Марин. Марин. Ассаламу алейкум. Салам. Алейкум салам. Ва баракатух. Mas muda. Ты хотел конфету, он тебе Абаза! Give me your fullest tonight. There is whole and with me. Time for the life this time. I want to leave me. There is no peace in your life. There is highlight with me. Time for the life. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Диман, тебе понравилось здесь? Здесь много детей, наши братья. Иногда бывает, что ты чувствуешь, что тебе очень-очень тяжело. Очень-очень тяжело, нет. Тяжело бывает.
нервное напряжение, бывает ответственность огромная здесь, когда большие проекты в разных направлениях, иногда там какие-то проблемы бывают, где-то здесь бывает. Ты за это ответственность чувствуешь, конечно, тяжело бывает. Но сказать, что очень-очень нет, потому что Всевышний помогает. Всевышний посылает испытания, он не дает терпения их решить и возможности, и силы. Нельзя так сильно отчаиваться. Мусульманин, правоверный мусульманин, у него не бывает сильных чрезмерных радостей, чрезмерных горя и печалей, он где-то умеренный бывает всегда. Золотая середина? Да. Это признак человека, когда неправильно понимает веру и убеждения неправильно у него в голове. Он чрезмерно радуется этим низким вещам, потом он ее теряет, он очень сильно огорчается также. Поэтому чуть-чуть надо относиться к этому, что мы в этом жизни, в этом мире живем для испытаний временно и не сильно печалиться о потерях и не сильно радоваться о приобретениях. Это в честь твоего приезда праздники. Это еда, фрукты. Спасибо. Сироты радуются. Ты будешь помогать? أنا منفذ يعني Когда мусульманин и мужчина, он должен злиться, должен нервничать, его должно беспокоить. То есть есть места, когда тебе что-то должно беспокоить, и ты ведешь себя как мы же знаем, что безразличие – это порок общества. Из-за безразличия людей, из-за их трусливое молчание происходит очень много преступлений в мире. Поэтому иногда надо злиться, иногда надо показать свое недовольство, иногда надо, когда надо предъявлять тем, кто беспределом занимается, бесчинствует на земле. И показывать свою хладнокровность и дипломатичность, когда нужно реально злиться, надо злиться. Когда тебя мусульман убивают или сажают по беспределу, надо злиться. А когда ты вот до этого говорил покорность Богу, это когда проявлять? Если я сам попал в беду, я принимаю от Аллаха как испытание, достойно. Но когда мой брат попадает в беду, и кто-то его притеснил, мне должно это злить, я должен реагировать, я должен остановить. Если у меня нет эмоций, нет злости или нет возмущения, откуда появляется мотивация, чтобы делать что-то, предпринять? Если ты хладнокровно так воспринимаешь, тебе по барабану, так и люди поэтому сидят каждый дома и думают, что его не коснется. А потихоньку это будет касаться каждого, потому что только не этих 11 человек арестовали или осетинцев. В России тысячи людей сидят по надуманным статьям, подкидывая наркотики, взрывчатки, патроны, обвиняя всяких нелепых преступлениях, которые они никогда не совершали. И для кого-то это уже бизнес, налаженный бизнес. Вот сейчас в Дербенте там арестовали, 2-3 потеряли молодых парней, и русская его мать кричит и зовет помощь Путина. Она говорит, если миллион у меня было бы, я заплатил бы, через полгода он вышел. То есть уже за сценку уже знают все. Потеряйте одного человека, получишь миллион. И он еще полгода отсидит, и ты получится, что ты еще какое-то дело раскрыл, тебе еще и звание повесят, и деньги получишь. А то, что эта мама нервничает, ей плохо стало, нас мать скорую вызвали, ее нервы, ее страдания, этот человек, который пострадал, ее побили, заставляли подписать что-то. Кто за это будет написать? Кто восстановит им эту жизнь, это время, которое он потерял на пустую? Поэтому, когда люди бесчинствуют или беспредельничают, мусульмане и достойные люди должны возмущаться и должны вставать, и надо поддерживать друг друга. Я так считаю. Люди, которые стоят посередине, ни рыба, ни мясо, скажем так, из чьих молчаливого согласия происходят все беззакония этого мира. Их очень легко, они ведомые, ими очень легко руководить. Покажешь какую-то ужасную новость по телевизору или объявишь в рупор, это враг народа, ну сейчас называется террорист, и они все хором, да, наверное, дыма без огня не бывает. Как научиться человеку понимать, где на самом деле этот человек реально представляет угрозу, а где его оболгали, и следующим может быть его сосед, он сам?
извини, что жизнь напрямую зависит от страданий постороннего тебе человека, что все в мире взаимосвязано. Ну, когда ты видишь, что человека несправедливо притесняют, информационно пытаются уничтожить или юридически посадить, физически, если ты молчишь, не говоришь против ничего, надо знать, что все бумерангом возвращается к тебе. Завтра тебя будут сажать, и сосед даже слова не скажет. И с молчаливого согласия всех этих безразличных людей все это происходит. И это было при коммунизме, и это сейчас тоже есть. И есть отделы, которые были открыты во время, когда были Эмираты, когда были ИГИЛ, когда это было актуально, и какая-то, может быть, даже хоть и малая, но какая-то угроза была для них. Хотя часть этих угроз они создавали сами, те, кто с этим борется. Сейчас это закончилось. Давно они над этими группировками победили. Надо расформировать эти отделы. Они не хотят. И огромные деньги, миллиарды, которые выделяются по борьбе с экстремизмом, а экстремистов нету, они не хотят их деньги терять. И вот сейчас то, что происходит, волна арестов, спонтом они в 2013 году спонсировали экстремистов, ИГИЛ, которые в 2014 году появились. Заранее, до их появления, их уже спонсировали какие-то группы, в том числе мой фонд, который был уже в 2014-2015 уже закрыт, когда абсолютно нас проверяли, следователи, обыски делали, ничего не нашли, абсолютно, которые противозаконно. Они сейчас за задним числом, за 5 лет назад уже обвиняют новых людей. Зачем? Зачем этот шум? Они показывают системе, тем, кто наверху, что они нужны, что они сейчас реально чем-то борются. Они что-то делают, какой-то там сейчас отчетности будут, что кого-то арестовали, что-то нашли, что-то будет. А по существу 11 человек арестовано. Уже 2 раза заседание суда было, чтобы меры пресечения были. И ни одно доказательство, они ничего не привели. Вот этот счет перевели вот на этот счет попало туда. Вот это свидетели, вот это что-то. Единственное, что у них есть, на все, что это было построено арест Гаджиева, это то, что человек с Москвы, там был бизнесмен, они по дороге его побили, заставили его оговорить и сказать, что он слышал, что другой человек сказал, что он когда-то там на карточку что-то переводил. Это все, что вы за 5 лет собрали? 5 лет! 6 лет назад, в 2013 году это делалось, вы 5 лет где были? Почему вы 5 лет молчали? Почему после этого 5 лет Гаджиев, помогая финансово экстремистам, он был спокойно на свободе и работал, и дальше это делал? И почему другим этим людям, 11 человек, они не были арестованы? Почему им не было предъявлено? И наш, тот человек, который открыл Ансар фонд, наш человек, который был арестован, он сидел 3,5 года в тюрьме, и шло следствие, были обыски, и вы ничего по фонду не предъявили, ни одного нарушения. А всего лишь им подкинули старую взрывчатку, которую подкидывали другому, один и тот же. Это судья тогда заметил, да? И все равно его посадили? Все равно посадили. Они даже сперва подкинули наркотики и взрывчатку, потом наркотики убрали, потом поменяли. Они даже на ходу это так все делают. Так просто, потому что у кого есть обвинение в экстремизме, никто там не ковыряется. Никому это не надо. Сажайте подряд, проблем нет. Не дай Аллах тебя под гребенку. Так ты скажи, что судья сказал зрителям. Он сказал, что эта взрывчатка по другому судебному делу уже шло с этим номером. Почему вы ему одно и то же другому человеку подкидываете? Он и так сказал, все равно ее за это посадили. И все равно он 3,5 года отсидел. За взрывчатку, которая не его, он вообще был по фонду работал. Вы же обвинение делаете сейчас, что мы спонсировали, да, не взрывчатки делаем, он эти дела не разбирается. Хорошо, Алмар, ты кавказец, еще и мусульманин, еще и фонды открываешь, и людям помогаешь. Ты слишком много на себя берешь, еще и свободомыслие у тебя. Такие вещи у нас в стране не прощаются в последнее время. Но есть ведь русские ребята, которые просто делают прогнозы фильмов, например, «Бэдкомедиан». Он просто говорит свое мнение насчет того, что колоссальное количество денег, которые, кстати, платят все граждане России. Налогоплательщики. Да. Они туда уходят, и он говорит, что их просто, тратят. Они ничего не... Бездарно, не поднимая никаким образом ни русскую культуру, не обогащая кинофонд. И уже он сам судится
Ну, с 2018 года, кажется, и все хуже и хуже обстоят дела. Так все-таки в самом деле никто не застрахован. Ну, тот же журналист, который был «Медузы», Головин, да, это как звали, Иван, тоже не застрахован. Он тоже начал делать расследование по бюджету мэрии Москвы, то есть против власти начал расследование делать и был арестован. Просто в его случае была поддержка колоссальная, информационная, и пришлось подкинутые наркотики забрать. И пришлось кому-то погони тоже, у кого-то погони тоже полетели. В случае с Гаджиевым и другими братьями, которые были арестованы, тоже, если будут открытые расследования и начнут сверху с Кремля контролировать это судебное дело, просто прух и прах все разлетится. Там столько противоречий, начиная от того, что мы спонсировали, эти люди спонсировали ИГИЛ до его появления. Как это возможно? Они до сих пор спонсируют, они еще предъявляют, что последние их спонсировали, поэтому их поймали. Как? 2 года назад уже объявили, что ИГИЛа уже нет. Уже победили, Багдади тоже уничтожили, американцы объявили, Россия объявила, что они уничтожили, победили, американцы объявили, что они победили. Так как можно спонсировать ту группировку, которая не существует? Ну как это человек без связи, без поддержки извне, не пришли к нему миллиардеры или не пришла какая-то опасная организация? Вообще как он с нуля начинает строить и строит один из лучших сиротских домов в огромной России? Строить, я поставил себе цель за всю свою жизнь построить это медресе, школа хафизов, сиротский дом. Но Всевышний сделал так, что она за 3 года построилась. Я думал, когда еще студентом был, я рисовал ее тетради, чтобы у меня было такое-то, и вешал ее наклеил на окне у себя перед столом записным. Я ее делал как проект своей жизни. Но потом, когда я уже начал работать и процесс пошел, я уповал на Аллаха, делал дуа и шел. Я понимал, что если я ради Всевышнего делаю, то Всевышний мне непременно поможет. Это не может, чтобы Аллах не помог. Аллах всегда помогает, когда ради Него что-то делаешь. Если мы верим в Бога, надо понять, что божественная помощь – это время намаза. Божественная помощь приходит. И вначале было трудно, потом раз и пошло, люди начали узнавать, начали поддерживать. Потом, когда ты уже первый проект построил, я понял, что на этом нельзя останавливаться. Раз Всевышний открывает, помогает нам дальше двигаться. И мы уже не достроили уже этот первый проект, мы начали строить в Махачкале рядом с Махачкалой 5-этажный. Тот продолжался строиться? Да, параллельно мы 5-этажный мадресе. А как? Почему у тебя получалось? Люди тебе приходили сами или что? Мы делали по-всякому. Мы даже ездили по карьерам, где гравий делают, и они давали нам КАМАЗ-карьеров, КАМАЗы гравия, мы ее меняли на бетон, брали бетон на пиши, потом находили, кто это закроет. Почему они тебе доверяли? Потому что некоторые видели, что мы искренне хотим помочь, хотим сделать хороший проект. Люди в общем потеряли доверие, но когда ты искренне ради Аллаха что-то делаешь, Всевышний Аллах тебе посылает нужных людей. Иногда Всевышний помогает своей религии даже нечестивым человекам, через нечестивых людей. Может быть, даже не мусульманин, но он добрый человек, он помогает. Он видит, что это хороший, полезный проект, он жертвует. Он иногда подсказку дает, иногда подпись делает, где нужно. И начиная с главы района, он нам выделил 2 гектара, 3 гектара под это бесплатно, совершенно, без проблем. Кончая до людей, инженеры, которые нам помогли с проектом, очень много помощи было. Очень много. И вообще, работая в этом направлении благотворительности, у меня о людях все лучше и лучше мне становится. Хотя люди в общем видят серость, и что люди все заняты собой, эгоизм, жадность, разврат. Но я общаюсь с нормальными людьми, и у меня мнение о людях нормальное. И я вижу, что любой хороший нормальный проект всегда Аллах посылает нужных людей. Самые такие тяжелые моменты приходит человек и выручает, все на себя берет. И в личной жизни так будет. Я начинал строить дом, люди приходят, это кирпич на меня, это материал на меня. Или я сам строил дом, мне звонит имам, иди лекции делать. Я говорю, у меня 10 детей, у меня 4 семьи, я не могу. Я уже больше 10 лет женат, у меня нету даже ни комнаты нет. Я живу в отца доме в 2 комнатах. Он говорит, я тебе пошлю строителя, а ты иди лекции делать. То есть строителей у нас в Дагестане валом, а лекторов таких нет. И таким образом я работал, мой дом строился.
Но когда я работал уже ректор института, и мы запустили медресе, у меня уже хорошая зарплата была, почти $2000 зарплата у меня была. И как ректор $1000, 30 000 рублей в то время, когда доллар еще недорогой был. И здесь 25 000 рублей. И с моей часть зарплаты уходила на строителей, часть на семью. Жить в селе не так дорого. Если у тебя есть хозяйство, есть огород, у матери там коровы, друг друга поддерживают. Так в чем секрет успеха? Если секрет успеха в общем объяснить, можно ее по-другому объяснить. Можно коротко, одним словом я говорил, это искренность. Одни и те же действия, по одной и той же формуле. Одно сделано с искренностью ради Всевышнего, одно сделано просто ради показухи или ради чего-то другого. Всевышний дает успех тому, что сделано ради Аллаха. В моей ситуации, если ты не ради Аллаха делаешь, не искренне делаешь, в нашей работе тоже не может быть успеха. Как только ты смешал мирские вещи, дела, которые должен делать ради Господа, ради Всевышнего, это барака, это благословение уходит. И ты начинаешь потихоньку возвращаться. Пока наши намерения искренни, и мы стараемся ради Аллаха, я сейчас нахожусь в чужой стране, не знаю языка местного. У них есть общий французский, я не знаю. 2-3 языка местных, я их не знаю. Я нахожусь в Интерполе, в международном розыске. И в моей команде тоже 6-7 человек основных, которые работают, которые в Ливенгарде. И у них большинство тоже проблемы с властями дома. Никто из них профессионально этим не занимался и не учился. Все они самоучки. И мы обогнали все организации, которые здесь работают со всего мира. Начиная с Европы, кончая Саудией, Катара, которые у нас огромные возможности. Они все не без проблем. Они могут чуть ли не по телевизору объявлять и собирать. Мы их всех обогнали. Находясь в Интерполе, не зная языка, и приехал вообще с абсолютно незнакомой страной. Почему? Секрет, если ты ради Аллаха это делаешь, Аллах тебе помогает. И я, будучи у меня дома проблемы, должен был с Турции не в Африку поехать, по идее, поехал бы в Европу, попросил бы политическое убежище. Так как у меня большая семья, на каждого ребенка получал бы очень хорошее пособие, и спокойно жил бы там. И мне все поняли, почему я там, почему я попросил убежище, потому что у меня проблемы. Такие, как я, сотни тысяч людей там, а я здесь. В этих условиях, где заболела моя семья малярией, тифом, я заболел малярией, тифом, воздух, жара, просто мечеть обратно, ты мокрый возвращаешься. Я мог бы жить или в Турции, или в Европе. А почему ты выбрал самое сложное место на Земле? Потому что там, где самое сложное, там самая большая нужда и там больше награды. Там, где легко и просто, там нет такой большой награды. И это была моя мечта. То есть я хотел помочь, я хотел в Африке быть полезным. И Аллах дал возможность, я за него зацепился. Был момент, что когда меня объявили Интерпол, мне говорили, ты должен прятаться, ты не можешь рисковать. Я в тот же момент решил, что я ничего не буду менять. Мой будет график, как был до этого, и такой же график будет. Мы с того момента также работаем, уже прошло почти 2 года. И Всевышний меня уберегает, и, альхамдулилля, дает успех во всех делах. Дай Аллах, чтобы мои намерения всегда оставались искренними, и то, что я сделал с нашей командой, Аллах, чтобы это принял. Это самое важное. Мы не знаем, Всевышний примет или нет. Мы только можем надеяться и просить Аллаха, чтобы он принял. В твоей книге говорится о том, что мечта не исполняется сразу. На то она и мечта, чтобы ее ждать. Ты намекаешь на то, что у людей нет терпения? Всевышний Аллах отвечает на молитвы людей и на дуа их просьбы, пока они не устанут и не скажут, я просил, и он не дал мне. Просто иногда Аллах откладывает. Человек молодой, 20 лет, 18 лет, просит денег, $1 миллион. А Всевышний знает, что его сердце и разум не подготовлены, чтобы эту сумму получить. Эти деньги его 100% испортит. Он забудет свою мать, свою религию, он вообще испортится. Пойдет по казино, по наркоте, и он погубит себя. И Аллах не дает. Аллах дает ему столько ему надо, чтобы укрепиться. Дает некоторые испытания, чтобы он их преодолел и стал сильнее. Дает, показывает голод, чтобы он, когда он разбогатеет, знал, ценил это, чтобы он смотрел на бедных. Он трудный, то есть как студент проходил такие времена, когда он только хлеб там
я не знаю, с соком, там, чаем, хлеб с чаем кушал, с маслом, у него не было кушать, аренду не мог платить, многие студенты проходят эти стадии, чтобы когда Всевышний даст тебе образование, даст эти деньги, которые ты просил, чтобы ты знал, что есть такие, как ты, студенты, которые голодают, им надо помогать. Есть, которые там, кому-то воды нечего пить, ты мог там делиться. И ты был, твое сознание и сердце было более крепкое, чтобы у тебя крышу не снесло. Очень многих людей, молодых, женщина, красивая девушка, путает разум. В фитну попадает. Он попадает в испытания, которые он не выдерживает. И становится ради этой девушки, он теряет свою честь, как я в книге описывал, или маму забывает. Некоторые из-за денег теряют голову. Поэтому Всевышний иногда откладывает, подготавливает тебя к этому. Если ты потом в процессе не перестанешь дуа делать, или там не отключишься на что-то другое, ты будешь постоянно в этом дуа, Аллах тебе подготовит и нужный момент даст. Иногда Всевышний, не давая, тебе дает больше, чем ты хотел. Потому что давать, это означает, тебя просто, ты испортишься просто. Или ты вообще себе погубишь, купишь Lamborghini, дорогую машину на $1 миллион, там, когда у тебя много денег. Разгон наберешь и разобьешься просто. Не давать, это уже милость. Потому что он знает, ребенок твой просит, он хочет засунуть вилку в розетку. Он очень хочет. Но ты понимаешь, если он засунет, она его убьет. А он не понимает, почему мама меня любит и не дает делать то, что я хочу. Ты по рукам бьешь, а он хочет засунуть. Ты понимаешь, что с ним будет, а он не понимает. Всевышний понимает, что если дать тебе это, с тобой вот такое случится. И он тебе не дает ее. И ты должен доверять Всевышнему своему Господу, который тебя сотворил и знает, что тебе во благо. Ты должен понимать, что он тебе не дает, значит так надо. Он у тебя что-то забрал, значит Всевышний хочет дать что-то большее. То есть это отношение с Всевышним доверительнее должно быть. Если мама сказала, не уходи туда, значит мама знает, что это мне во вред. Значит мама хочет мне блага и специально так сказала, чтобы я не попал в беду. В начале моей работы я доверил одному человеку сумму, чтобы он отнес в какой-то фонд, чтобы отдал. Он был студент, я с ним жил, я с ним был в сафаре, я мог ему доверять. Но он меня подвел. И он очень задержал эту сумму. Я был в ярости просто. Как ты можешь такой аманат, доверие так дотянуть? Еще один человек также меня подвел. Тоже должен был по частям сумму отдавать, и он эту сумму начал опять задерживать. В результате я принял решение приехать самому сюда и самому все наладить, не кому-то доверять. Если бы они меня не подвели, я такое решение не принял. Если бы я такое решение не принял, я бы по 10 колодцев в месяц копал бы, за 2,5 года мы сделали бы 250 колодцев. А сейчас сколько? А сейчас только в Рамазан месяц мы 450 колодцев за один месяц получили заказ. И 300 колодцев в месяц спокойно можем делать. И сейчас мы на сегодняшний день доходим до 5000. Если с Бангладешем вместе посчитать, больше 5000 колодцев мы сделали. 5800 колодцев. О чем ты мечтал, ты сказал мне сегодня? Я, когда увидел доктора Абдурахмана Сумейта, который работал в Африке 30 лет, там он в разных направлениях большой успех достиг. Я про себя думал, хотя бы одну из них, которую он достиг, я мог бы сделать так же. Колодцев он выкопал больше 10 тысяч колодцев. Примерно 10-11 тысяч колодцев. И я думал, хотя бы одну надо нам сделать. И одна из них, вот колодцы, мы сейчас колонки делаем, я же говорю, мы дошли до 5800, уже 6000, наверное, дошли уже потихоньку, уже каждый день набираются они. Думаю, еще через пару лет мы достигнем 10-тысячную планку. Если я это смогу сделать, альхамдулилля, я буду рад. Я мечтал быть полезным для людей. Знания, которые твоя вера и твои знания должны приносить плоды. Она должна быть полезной для общества. Знание не для того, чтобы сказать, что я ученый. Вера не для того, чтобы сказать, у меня сердце хорошее, и я никому плохое не делаю. А с чего ты решил, что ты должна плохое кому-то делать? Я открою еще один секрет. Твоя жена мне рассказала, что когда у тебя уже здесь вовсю открывались колодцы, было какое-то большое количество, дома в какой-то маленький период не было воды, и она даже шутя сказала, ты там открываешь колодцы один, открой нам. Я вообще воспитан так, что жаловаться вообще на жизнь и трудности, я считаю, по крайней мере, мужчине это очень некрасиво
А женщина, если жалуется, я считаю, что она избалована или она с Москвы же, поэтому для нее жизнь в селе это тяжело было. Но она уже умудрилась 2 огорода, 2 сада, она кроликов разводит, птицу разводит, курицы, там мясные. Она у моей мамы уже лотки, там яйца натуральные, мясо натуральное обеспечивает, соседей всех там вот так обеспечивает. Ну, Аллах сделал барака, альхамдулилля. Ну, да, был период, она несколько раз жаловалась, нам очень тяжело, зима, воды нет, мы тащим, на санками везем. Валлахи, клянусь Аллахом, мне ни разу не пришло в голову дома открыть, сделать колодец. Почему не пришло? Извини, что перебиваю. Потому что... Там твои дети, здесь другие дети. Искушение же сильное. Даже в мыслях такого не было, чтобы исключение чтобы было. Мне наоборот, я вспомнил, вообще догадался это сделать, когда мой родственник, у него дом, когда строили, он сразу сделал себе колодец с запасом. Хотя он живет на улице, где особо вода не заканчивается. Это мы на окраине живем, но заканчивается. Вот тогда мне такая идея пришла. Это один момент. А то, что насчет соблазна, там, общественные, личные, мне есть люди, которые меня уважают и любят, и которые могут в любое время меня поддержать. Если они узнают, что это нужно, они мне дают деньги или могут подарить машину. Только вот здесь, которые 2 машины, узнал, что нам нужна необходимая машина, человек за свой счет покупает. Он знает, что это на пути Аллаха работает, ему награда идет. В чем разница между человеком, который ведет праздную жизнь и говорит, ну, допустим... Там, Почему мне не дают, да? Нет. Праздную жизнь ведет и говорит, ну, подарил он мне машину или подарила там. И человеком, который, да, он делает хорошие дела, ему подарили машину. Почему ты как-то сказал фразу «баракат будет ему записываться до тех пор, пока она работает»? Да. Уточни. Потому что эта машина едет в пустыню, открывает колодцы, приносит пользу людям и бедным людям. А есть другой просто на нем ездит, катается, понтуется бесполезно, пустая трата времени, и бензина, и машины просто. Здесь, открывая одна машина, за 2-3 года она очень сильно износится, потому что она едет по 1000 километров и по пустыням, она очень сильно изматывается. И нам она необходима. Но я говорю, если я публичный человек, общественный человек, всегда бывает у публичных людей люди, которые ее критикуют, придираются, ковыряются. Или идеологически мой оппонент, который меня не поддерживает идеологически, потом пытается на личное переходить. Такие люди всегда были и будут. В комментариях там тролли бывают, которые тоже пытаются тебя очернить. Я к этому скептически отношусь, не близко не подумаю. И бывают, которые тебя хвалят, любят и готовы поддержать, последнее отдать. Если он богатый, тоже поделиться, там много и предлагают. Я никогда не просил помощи или чтобы мне что-то подарили. Это гордыня? Нет. Но когда дают, никогда не отказывал. Посланник Аллаха сам подарки принимал, но не просил помощи. Просить стыдно? Не то, что стыдно. Я не настолько нуждаюсь, чтобы там кого-то просить. Если даже нуждался, мне иногда бывало, что я шел студентом, у него $500 осталось до конца года, он мне жаловался, что деньги заканчиваются. А у меня неделю в кармане копейки не было, и он никто не знал. Он мой близкий человек, родственник. Я не говорил никогда такие вещи. Это между мной и Аллахом. И Аллах знает, мой самый нужный момент, он нужно чего посылает. Если человек предлагает, я вижу, что он от души делает. Я это принимаю. Если я вижу, что он это не от души делает, я не хочу этого. Я обойдусь без этого. Я не нуждаюсь без этого. У меня может быть хороший телефон, но он для работы. Хороший телефон – это хорошие фотографии. С хорошей памятью много фотографий, отчетов. Можно посылать. Но я не видела, чтобы ваша семья была избалована там 105-й рубашкой по счету. Нет, вот это даже мне, вот до того, как до тебя, когда привезли, мне ее подарили. Жена привезла 2 камиса. Если не подарят, я буду в одном ходить, мне вообще нету проблем. У меня рубашки 7 лет я ношу, значит, во время лекций и в пустыне, и мне в нем комфортно. И я, наоборот, среди бедняков себя чувствую своим. Не люблю выделяться. Но сейчас, раз мне подарили, я их одеваю. То есть нету такого, что там я специально там хожу в лохмотьях. Но для меня одежда или машина дорогая, или телефон, ты человек нормальный, ты благородный человек, а тебе есть польза. Ты поклоняешься Аллаху, ты на прямом пути, вот что значение имеет. А на что ты одет, это все второстепенно, третьестепенно, вообще не важная вещь. Хотя, когда посланник Аллаха сказал, он сказал, что не любит высокомерных, он сказал, что когда человек любит, чтобы у меня одежда была красивая, обувь была красивая. Он сказал, поистине Аллах красивый, и Аллах любит красоту. Чтобы человек за собой ухаживал, был чистый, опрятный, Аллах любит.
это не это говорит высокомерие. Высокомерие, когда человек не принимает истину. Он знает, когда он не принимает истину, ему говорят истину, он не принимает за высокомерие. Что я ошибался, что ли? Как я приму это? Вот его высокомерие не дает признать его ошибочность, его убеждений, ошибочность его поведения. Когда ему это говорят, он отказывается. Просто из-за высокомерия. А хорошо выглядит, говорит, Аллах красивый, Аллах любит красоту. Сколько стоит открыть один колодец? В Африке колодец стоит 900 евро, а в Бангладеше 350 евро. Они колонки разные и работы тоже разные, глубины разные тоже. Такие же аналогичные колонки турки копают за 2500 евро, а другие наши знакомые братья за 1250 евро. Почему вы дешевле них? Потому что мы убрали посредников. Фонд Ливенхард собирает, Рахма строит. Ливенхард и Рахма я один человек. Никто там на нас там посреднические такие суммы не ставит. Если появится посредник, это означает, в логистику входит их фонд, офис, зарплаты, все туда входит. Стоимость. Я убрал просто все преграды. Я сам здесь, оттуда прямо напрямую сюда в фонд деньги переводятся. Мы сами, наш человек подрядчик копает. И мы нашли подрядчика, который подешевле копает, потому что некоторые подрядчики завышают цену. Он может на 200-300 долларов выше поднять, поэтому уже другие вынуждены автоматически цену тоже поднять. Такой момент тоже есть. Иногда, если мы будем возить колонки индийские, которые мы ставим, с самой Индии сами, и растормаживать, как благотворительная организация с минимальной растаможкой, 10 раз дешевле бывает. Мы на каждом колонке можем по 100 долларов сэкономить. Но вот эта сумма 100 тысяч долларов, например, взять, чтобы 100 колонок заказать, который стоит 100 колонок, отправить туда, пока привезут, пока растормаживают, много времени проходит. А мы по срокам, мы 2 месяца должны сдать объект. Мы должны отчеты выставить за 2 месяца. Поэтому мы не можем эти вещи сделать. Мы покупаем тех, которые привозят с Индии. И они на нас навариваются около 100 долларов. Мы могли бы их сделать за 800 евро, если бы могли бы сами их оттуда привезти, у нас был бы это время промежуток. Как понять, когда фонд отмывает деньги, колоссальную часть, и когда человек не занимается этим, а честно? Когда ты отмываешь, большинство фондов этим занимается, поэтому и наши тоже подозревают в таких вещах. И их вообще работа подозревать всех и вся, пока не уточнят. Ну, спецслужбы имеется в виду. И надо учитывать, что в этой стране тоже есть спецслужбы. И они тоже, у них там на границе Нигерии тоже есть Боко Харам, и экстремисты, такие темы имеются в виду, которые там... Недавно у нас 2 взрыва было, на днях, 2 дня назад 2 взрыва было в Нигерии. И они напряжены тоже. Поэтому на прошлом году летом полностью нашу организацию сделали ревизию. Весь сумму, которые приход, и все, что мы потратили. И что мы построили, в каких регионах, в каких деревнях, количество, все проверяли. Очень тщательно. И всех сотрудников брали на допрос. Видимо, им дали наводку, что мы можем такое делать. И они тщательно проверяли. В конечном итоге мы оттуда вышли полностью чистыми и ничего не смогли предъявить. Плюс начальник полиции Ниамей лично с нами познакомился, с нашим коллективом и подружился и сказал, любая проблема, я с вами. И попросил его деревне построить мечеть. Мы построили деревню мечеть, и он очень счастлив. И оказалась деревня очень большая, много людей пришло на открытие тоже. А если скажет какой-нибудь неверующий человек, да, они, наверное, откат дали? Кому? Полицейским. Нет, они очень жестко настроены, честно говоря, были. Они уверены были, что что-то у нас не так. Они вообще они даже, мои сотрудники боятся даже предложить. Это у нас на Кавказе там сразу тебе предлагаешь. Ты там никому предложишь, тебе посадят просто за такое. Здесь люди очень боятся полицейских. Даже я знаю ситуацию с этим Хасаном, когда мы выезжали, полицейский, на посту его остановили, он такой замирает вот так. Это веревка, вы видели, так? Вместо шаглама, у него веревка же, даже вместо шаглама. Он от того, что нервничал, он не заметил, что они веревку не убрали, и на веревку поехал. Когда я ему сказал, не езжай, он веревку еще не убрал, он на веревку поехал, эта бочка упала, на чем было держать. Он реально, они боятся милиции. Ты первый раз едешь? Нет, второй. И что там? Ну, как африканцы все на меня пошли.
начали там давать кушать, но я от них убегал, они за мной вообще. Они что, хотели тебя? Да, они хотели меня. И когда еще был в селе, ну, папа звонил, говорил, что афганцы часто приходят и говорят, где Юсуф. И что делают? Где Юсуф? Спрашивали за тебя? А потом он говорил, что осталось еще 5, 9, 4, 3, 2, 1. И они уже там. Ты с ними подружился? Ну ты разницу... Они подружились с тобой, они приняли тебя. Я говорю, когда я впервые начал первый проект в 2009 году, 10 лет назад, многие люди, мне все самые близкие люди говорили, что нет столько добрых людей, что люди жадные, это невозможно просто. И я говорю, я изначально перестал полагаться на людей, а полагался на Всевышнего, что он обязательно мне поможет. И я говорю, через 3 года она будет построена. Так она и получилась, через 3 года она была построена с помощью Всевышнего. Я не знал как, я не был строителем, не был прорабом, не был человеком, который в интернете может что-то раскачать. Даже элементарно просто газету, одну статью дали мы. С этого, можно сказать, началось. Ну, все начали с нуля. Было время, когда у меня на единице 100 рублей не было. С этого времени я начал первый проект, который стоит $1 миллион. И у нас через 3 года получилось его построить. И по сей день то, что мы работу делаем, у нас, чтобы не взялись, у нас получается, если мы искренне это делаем, стараемся. Вопрос стоит такой, неужели люди поймут, когда ты начинаешь делать хорошее дело, то Всевышний посылает тебе хороших людей. Когда ты делаешь хороший сюжет, снимаешь, в котором есть искренность и добро, среди миллиардов людей всегда найдутся сотни тысяч и миллион людей, у которых тоже есть добро в сердце, у которых тоже есть искренность. Они сердцем читают посыл. Они понимают, что это правда и истина. Они понимают, что это намного лучше, чем любая грязь, которую люди снимают просто ради прикола, издеваются над людьми. Там, или девушки показывают свои части тела, чтобы просто просмотров было больше. То есть инстинкты животных их пробуждают, чтобы лишь бы там просмотров больше было. Тот посыл, искренний посыл или посыл добра, призывающий к добру, когда люди делают хорошие поступки во имя Всевышнего, Всевышний Аллах вселяет в сердца людей, чтобы они приняли и одобрили. И некоторые начинают этому примеру следовать тоже. Это становится хорошим примером. Поэтому не смотри на людей, которые ты видишь в Инстаграме или вокруг себя. Если ты выставляешь интернет это большой, огромный океан. В этом океане очень много разных людей. И среди них всегда есть добрые, искренние, хорошие люди. Есть люди с верой в сердце. И они всегда поддержат твой проект, всегда они поймут. И это обязательно пойдет. Иногда бывает ролик снят в плохом качестве, обычным телефоном. Но там есть искренне человек читает стихи, искренне читает Коран, искренне какой-то он делает призыв к хорошему. И она распространяется как молниеносная, она становится вирусной. Не потому, что она снят профессиональным режиссером, не потому, что снят на профессиональной камере, или там сценарий был, или актер хороший, а просто человек искренне что-то сделал, и она распространяется очень быстро. Таких примеров валом. Здесь все, весь секрет состоит в наших искренних намерениях и том деле, которое мы делаем, что там было добро. Если там есть добро, она побеждает над всеми роликами, которые люди бессмысленные снимают, просто от нечего делать, с ума сходят. Даже те, кто сейчас распространилось, какие-то приколы, пранки или там всякие вещи, которые над людьми делают, это смотрят, всякие комедийные вещи. Придет время, когда людям будут от этого подташнивать. Уже надоело, уже не лезет. И хочется что-то искреннего, хорошего, настоящего. Хочется такого более вечного, который оставляет след. То, что над кем-то кто-то поиздевался или подшутил и посмеялись, это не остается. От него нет никакой пользы. Когда человек оставляет полезную вещь, правильный пример, это обязательно остается. И могут новые поколения это увидеть и брать пример с этого.
Поэтому не смотри на них. Всегда твое сердце должно быть Всевышним. Твои дела должны быть ради Всевышнего. И с именем Аллаха, когда ты начинаешь любое дело, не может быть, чтобы Всевышний не сделал тебе в нем успех. Начиная с любые дела с именем Аллаха и с искренним намерением, у тебя все получится. Иншаллах рахман. Смотри, они кушают. Да, а что им еще кушать? Нигер богата рудой, да? Ураном. Ураном. На нем может благополучно сосуществовать страна? Или это недостаточно? Здесь не только уран, здесь есть золото, есть нефть, есть полезные ископаемые. Но их не так много, но позволило бы хотя бы водой обеспечить население, я уверен. И, может быть, самым необходимым. И мы рады, что хотя бы нам не мешает им помочь. То есть правительство хотя бы не мешает? Да. Уже, если тебе не мешает, это, считай, уже помощь. Больше, чем это ожидать, уже нет. Вот манго, сезон манго сейчас, везде люди продают манго со своих деревьев. У многих людей представление в Африке все равно стереотипное. Через мультики, через передачи или через фильмы так до конца не осознают, что здесь происходит, какая здесь жизнь. Или у кого-то представление, что они увидели какой-то ролик, где худые мальчики с голоду умирают. И у них вот вся Африка, это весь континент же так, здесь десятки стран. Из этих стран, Нигер и Сомали, самые низшие страны, в каких-то регионах этой страны не бывает осадки. Сейчас сезон дождей, за лето может быть сколько-то дождей. 10 раз, 15 раз дожди пошли и заполняет запасы воды колодцев. И как то, что они посеяли просто кукурузу, она растет. Если дождь в каком-то регионе не пошел, то этот урожай не растет. Они потеряли урожай, и колодцы тоже их не пополнились. Тогда они начинают с голоду умирать. Вот эти съемки обычно в людей в голове остаются. Но в общем, дожди каждый год идут, сезон дождей. В редких случаях, в редких каких-то регионах они не идут. Но даже если дожди идут, жизнь тяжелая, но они выживают, можно выжить. Вот это наша мечеть тоже, это мы строили. Living Art, вон знак стоит. Это была река, высохла. Ну, то, что осталось в луже там. Сегодня 17 июня мы в деревне Танкафа, Балаяра в регионе. Приехали открыть колодец. Как видите, столько жителей деревни к нам пришли на открытие. Очень много людей пришло. Альхамдулилля. Мы хотели поехать в журналистское месте, посмотреть, как открывается, как делается. Иншаллах, старые колодцы тоже посвятим и новые тоже откроем, чтобы воочию человек сам ощутил эту жару. Каких в этой жаре жить и не иметь воду прохладную, представь, как еще за несколько километров ехать за водой, это просто кошмарные условия. Я сейчас тоже пару фоток сделал для отчета, для этой группы, с помощью Аллаха. Старушкам ты даешь? Да, потому что у них пенсии не бывает, пенсионеркам лучше надо давать. А вот старушка. Салам алейкум. Матагахам. Альхамдулиллахи. Мата фарга. Фарга шину? Бисмиллахи. Бисмиллахи. Дуа. لا تنسى. فوفو. Дуа мин. Покажу вам душ. Вот это место не принимает душ. Покажи. Прямо вот здесь. Мы рядом с душем сделали колонку. Сейчас вода будет. Ассаламу алейкум. أنا اللافية الحمد لله متى ماني معك كارجيني معنا Адам, ты красавчик по-любому. Ай, машалла. Видите, хабар шибе, ротлу шибе, хидамату шибе, хур, хер, анку, хелеку, туда-сюда. Все нормально, да? انجليز Подожди. Ему, чтобы вторую жену взять, надо деньги сгреть. Чтобы у него было на Колым, Где мой кошелек? Ассаламу алейкум. Дуа ля танса. Красавчик.
каждой деревне сироте покупает? Да, вот так стараемся, как бы. Вот это Мухаммад, это Египет, саляма. А что с их родителями, ты не знаешь? Сейчас уже переводчик ушел. Ну, это оба сироты. Еще вот, путала хранит. Сейчас люди со всех округ, видишь, подтягиваются. Да. Хотят участвовать в открытии колодца. Для них это огромный подарок. Такие колодцы здесь раз 50 лет один раз не строятся. Ничего, вот что из них что бывает. Здесь такое близко даже сооружение не видишь. Как тебе жара здесь в Африке? Очень тяжело. А у них, они живут здесь, не знаю как. Что с утра до вечера? Что до вечера они только за хлебом работают, за коровами смотрят, огороде работают. Это справедливо разве? Одни не знают, куда девать деньги, а другие не знают, за что хлеб. Одни испытаны деньгами, одни испытаны отсутствием денег. Каждый испытан. Тот, кто будет благодарен Всевышнему и делиться твоим имуществом, тот, иншаллах, в один день будет спасен. Вот эта вода, она в этой жаркой пустыне, она бесценна. Если у тебя в кармане 2 килограмма золота, но ты хочешь пить и воды нет, ты готов за глоток воды эти 2 килограмма золота отдать. Кавказцы такая красивая нация, если историю почитать разных людей, с разных источников, с арабских, там, с европейских. Ну почему мы потеряли свою целостность, свою красоту, колорит, дух? Когда, и еще добавлю, он очень разный. У одних народов, насколько разные, просто пример приведу. У одних народов можно на родственниках дальних жениться, у других до 7-го колена это вообще неприемлемо. И даже не нарушается. И они никогда между собой не враждовали по тысячам причин, которые делают их разными, потому что они видели общее, духовное. И многие-многие великие писатели, и историки, и географы и так далее называли Кавказ цивилизацией мира. Что с нами стало? И возможно ли это возродить? Любая нация, которая держится за божественную религию, и у них ценности, благородные ценности, уважает старших, есть сила мудрия среди женщин, и воспитывает настоящих мужчин в духе воинов, любая нация Всевышнего возвышает. Как только мы религию Всевышнего держимся за него, за его книгу, за пример его пророка, Всевышний Аллах эту нацию возвеличивает. Как только мы отворачиваемся от Всевышнего, Всевышний нас унижает. Также, когда мы враг третий, который хочет нас колонизировать, он нас между собой ссорит. Подкидываем разные косточки в виде земельных там, границ, там, хотя нам вообще не было проблем. Я мог поехать, переселиться в Абхазию, построить там дом, купить участок и жить спокойно с абхазами, и меня никто не трогал. Любой там мог осетин приехать там, туда, грузин мог, не трогали друг друга. То есть, также, то есть любой мусульманин, у него была граница. Если он не мусульманин, к нему было 3 разных отношения. Или у нас мир, мы друг друга не трогаем. Если у нас война, то мы воюем, то есть там другие законы войны идут. Если ты с нами в нашем государстве или нашем территории живешь, то на тебя какие-то возлагаются налоги, и ты живешь со всеми как наравне, своими правами. То есть это все, пришел коммунизм, уничтожил лучшую генетику, самых лучших достойных людей, уничтожили они, то расстреляли, посадили, в ГУЛАГ отправили, самых достойных людей. Сейчас я развожу коней. Когда ты хочешь вывести хорошего коня, который будет побеждать, или он будет красивый, самый лучший образец своей породы, ты выбираешь гены самых лучших пород. Выбираешь лучшую мать для него, лучшего отца, чтобы по генам, по крови у них получился такой ребенок. Когда наши лучшие гены расстреляли, убрали, Убивали еще детей, братьев. Враг народа, это означает его всю семью, все просто. Ее невозможно возродить. Что они уничтожали на уровне генетики таких благородных людей, ученых, до самых достойных людей.
И мы очень сильно потеряли генетику самых благородных людей. Это возродить можно, если мы, те, которые наши предки, именно за то, что они взяли, они с Богом были на связи, в хороших отношениях, они жили духовной жизнью. Если мы вернемся к своей духовности, к своей религии и начнем соблюдать те правила, которые они жили по сунне, то Всевышний Аллах нас опять возвысит, и мы будем также уже своих детей также достойно воспитывать, и пойдет нормальное новое поколение. Они всех все равно не уничтожили, все равно есть лучшие примеры. Все равно даже в этих условиях, когда люди стали эгоистичны и только о себе думают, в этих условиях мы слышим, там какой-то кавказец закрывнул там, в реку, вытащил человека здесь, прямо дом, машина сгорает, он туда идет, спасает, старик Ингушетии вытащил. Очень много примеров достойных, когда другие просто снимают, а кавказцы идут, жизнью рискуют и вытаскивают людей из очень опасных ситуаций. Поэтому это есть в крови, с этим бороться, конечно, враг он намного мощнее, намного коварнее, и путем разделяя власть, они держат нас под контролем, и это очень долгая история. И только путем возврата к религии, истине, только таким путем можно опять возродиться. Но зная это, враги делают так, чтобы мы никогда не вернулись к религии. Все, кто распространяет истину, говорит истинную религию, их притесняют, сажают. Уже на протяжении десятки лет скольких муфти убило, скольких имамов потеряли. Ну, не то, что выращивают, они людей запугивают за счет государственного террора. И также Сталин запугал весь Советский Союз. Как они, КГБшники приходили, забирали, исчезал человек. Вообще непонятно, куда он делся. Ты начинаешь за него спрашивать, тебя тоже забирают. Таким образом, люди уже молчат, все, лишь бы их не тронули. Эта система идет, и хотя есть нормальные люди, мы, как сказать, в системе, есть, которые борются за то, чтобы там хотя бы закон их не соблюдался. Но таких, к сожалению, не так много. И они, к сожалению, не всегда побеждают в этой войне, когда война интересов. Этот отдел хочет сохранить свой бюджет, сохранить свою... Они хотят быть нужными и стараются. Другой отдел видит, они несправедливо делают, подкидывают, но они не имеют права, как бы, не в их компетенции. Таким образом, все это так до сих пор сохраняется. Сегодняшний день Россия, которая держит Кавказ под своим контролем, не правовое государство. Кошки в Европе прав больше, чем в России любого человека. Если даже ты в Европе проститутка, в Европе, грубо говоря, как говорил один из слабой социальной ответственности, если ты даже в таком слабом социальном ответственном положении, ты там имеешь намного больше прав, чем ты обычный свободный, достойный человек. К сожалению, это так, и Россия не научилась уважать людей и личностей. Они были то холопами крепостными, собственностью дворян, то их превратили колхозницы и совхозников, вся власть народу, там им и так говорят, а на самом деле народ пашет на государство и получает копейки. И то они были счастливы, хотя бы, когда репрессии закончились, они говорят, все хорошо, хотя бы нас не трогают. И пришло третий режим, и все равно и при царской России была на Кавказе война. При Сталине депортировали кавказские народы, и очень много пострадало, и расстреляли. И при Ельцине война, и при Путине война. Просто при демократии война не заканчивается. То есть с тех царских времен, 400 лет, война на Кавказе, постоянно агрессор Россия. Всегда на нас нападают. Кавказцы, чтобы шли на Москву и ее захватывали, такого не было. На Розян, чтобы шли, не было. Пожелай что-нибудь. Я хочу сказать всем, кто меня слушает, в частности кавказцам и еще в частности, откуда ко мне пришел гость в Африку, абхазам или любой человек, который меня слышит на русском языке, понимает, я хочу, чтобы они оставались людьми, где бы они ни были. Очень много людей нуждается в нашей поддержке и помощи, и иногда помощь будет в виде совета, в виде улыбки просто. Ты улыбнулся человеку и поднял ему настроение. Это тоже милостиня. Сказать ему приятное слово и сделать ему комплимент или слово поддержки, это тоже очень хорошее дело. Иногда ты 10 рублей скинул, я 100, кто-то 200, 300. И
образуется сумма. Мой первый сбор был с этого начала. Я говорю, по 100 рублей скиньте, 100 рублей. Тебе это ничего не стоит. Как на счет поставил, чуть-чуть заговорился, и закончились. Вот когда вот так начали собираться, мы огромную сумму собрали. Оказывается, таких благих людей много. То есть я людям хочу сказать, не забывайте, что вы люди. Заботьтесь, общайтесь с соседями, поддерживайте их, поддерживайте родственные связи. Ищите истину. Не верьте пропаганде, то, что говорят телевизор. Телевизор говорят то, что они хотят, то, чтобы те, кто за телевизор платят, за это телевидение, они говорят то, за что им платят. А им платят за то, чтобы определенную политику, определенную информацию им нам в голову сажали. У тебя всегда ищите другую сторону медали, другую сторону информации, чтобы ты понимал и анализировал. Научитесь анализировать информацию. Не принимайте от всех, как все есть. Не нужно от меня тоже все принимать, например. Ты можешь мои слова анализировать, посмотреть, насколько они обоснованы и есть доказательства. Поэтому люди в этом 21 веке живут в телефонах, живут в компьютерах и живут только с собой. И даже иногда даже о своих членах семьи не заботятся. Иногда маму свою забывают. Не забывайте ценности, которые у нас Всевышний призывает, чтобы мы поклонялись Ему, следовали пророкам, ценили и поддерживали родственные связи со своими близкими, с матерью, отцом, дедушкой, бабушкой, тетями, двоюродными, поддерживали друг друга всегда, помогали соседям, помогали бедным. И тогда твоя жизнь не напрасна. А жить как эгоист, только о себе думая и в своем мире находиться, рано или поздно ты умрешь. Мы все умрем. Те, кто помогал, умрет, и тот, кто не помогал, умрет. Тот, кто поверил в Всевышнего, умрет, тот, кто не верующий, тоже умрет. Но Всевышний нас всех будет судить. И ты можешь в этом мире кого-то оболгать, кому-то зло сделать, но она тебе вернется и в этом мире, и в вечной жизни тоже. И если не тебе вернется, на твоих детей это вернется. Поэтому надо помнить, что жизнь как бумеранг. Ты посеял добро, пожинаешь добро. Посеял зло, возвращается злом. Работаешь ты в системе, ты можешь думать, что у тебя есть погоны или корочка, ты сильный. Всевышний Аллах может просто в мгновение ока тебя в овощ превратить. Ты чуть-чуть в телефоне засмотрелся, аварию попал. Ты парализован, ты превратился в овощ. И ты системе уже не нужен, и ты живешь на пособии, на инвалидность, и за тобой подтирают и убирают. Не надо высокомерно быть. Ты делаешь людям нечестивые несправедливости, это возвращается тебе. Поэтому, кто бы меня не слушал, будьте справедливыми, будьте верующими. А тот, кто верит в Всевышнего, он верит в судный день, и что с него будет за это спрашивать. Тот, кто знает, что с него за это будет спрашивать, он не нарушает. Когда мы ставим камеры, люди мало нарушают. А камеры Всевышнего есть, ангелы записывают наши поступки, Всевышний видит наши поступки. И по нашим намерениям и нашим поступкам Всевышний нам будет давать, если ты заслужил рай, если ты заслужил ад, ты уже делал очень много плохих дел, ты заслуженно будешь наказан. И потом пенять только на себя. Верьте в Всевышнего, ищите истину, где бы вы ни были, следуйте истине, говорите истину, заботьтесь о близких и заботьтесь о сиротах и бедных. Вот мой посыл всем, кто меня слушает, начиная с абхазов и кавказцев, кончая всех русскоязычных. Баракаллаху фикум. Сестра Асмату, что пришла, не побоялась поехать в Африку. Много кто хотят приехать, но мало кому это удавалось. И Всевышний Аллах тебя выбрал и помог тебе приехать сюда. Тебе благодарен, что постаралась как режиссер, как журналист свою лепту внести и разобраться вообще в тех информационных потоках, которые в интернете гуляют, и хорошее, и плохое. Любой человек должен искать. Так что ты искала, то, что ты искала, ты нашла. Прошу Аллаха принять от тебя твое дело, благородное дело, чтобы Аллах тебе благословил, тебя и твою семью, и твою жизнь, чтобы укрепил тебя на его пути, чтобы дал тебе полезные знания и праведные дела, и праведное потомство. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Почему не могу сказать правду? Меня грозятся за это убить. Почему хороших бьют в морду, а праведных могут судить? Несогласным суровая участь в стране, где правят дураки. Непокорных всегда будут мучить, а награда за правду — лишь тумаки. Когда власть занята беспределом, а чиновники грабят народ, стало изгнание моим уделом, потому что я не из рабских пород. В той стране нет места свободе,
Позабыл народ о ней уж давно. Страна рабов, позабывших о Боге. Ты без веры умрешь все равно.